Профессор Рахиль Давуд, известный уйгурский интеллектуал и эксперт по уйгурскому фольклору и традициям, была приговорена к пожизненному заключению за угрозу государственной безопасности согласно источнику в китайском правительстве. Базирующаяся в США правозащитная организация Дуйхуа Foundation ранее сообщила китайскому чиновнику, что профессор Рахиль Давуд была осуждена за сепаратизм, преступление, связанное с угрозой государственной безопасности, Временным народным судом в Синьцзяне в декабре 2018 года, через год после ее задержания. Она была признана виновной и обжаловала приговор. Последняя информация подтвердила, что апелляцию отклонил Верховный народный суд Уйгурского автономного района. Профессор Рахиль Давуд преподавала на факультете гуманитарных наук Синьцзянского университета, когда ее задержали в декабре 2017 года. В 2007 году она основала научно-исследовательский центр этнических меньшинств при университете и проводила полевые работы в Восточном Туркестане, укрепляя свою репутацию современного этнографа. 57-летняя профессор Рахиль Давуд уже много лет является членом Коммунистической партии Китая и получает награды и гранты от Министерства культуры Китая. Филиппины объявили о планах подать иск против Китая, который обвиняется в уничтожении коралловых рифов в пределах исключительной экономической зоны в Южно-Китайском море. Министр юстиции Филиппин Хесус Криспин Ремулла вчера прокомментировал уничтожение коралловых рифов в исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море. Ремулла заявил, что планируется подать иск против Китая, поскольку есть доказательства его вины. Президент Сирии Башар Асад совершает свой первый визит в Китай с начала войны в его стране. Асад также примет участие в церемонии открытия Азиатских игр, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими иностранными лидерами. Китай является убежденным сторонником Башара Асада и регулярно воздерживается от резолюций против сирийского правительства в Совете Безопасности ООН. По мнению экспертов, Китай мог бы сыграть важную роль в восстановлении Сирии, которая, как ожидается, в будущем обойдется в миллиарды долларов. Президент Польши Анджей Дуда заявил: «Мы не можем передать наше новое оружие, которое мы приобрели за миллиарды долларов для повышения безопасности Польши, кому-то другому». Дуда отметил, что Варшава выполнила ранее подписанные между Польшей и Украиной контракты на поставку. Сообщается, что индийские власти потребовали от Канады сократить число дипломатов в стране, сославшись на то, что канадские дипломаты вмешиваются во внутренние дела Индии. Гильдия писателей Америки подала иск против OpenAI, зонтичной компании ChatGPT, обвинив компанию в совершении систематических краж в массовом масштабе. В заявке авторы заявили, что OpenAI скопировал их работу оптом без разрешения или за плату и буквально скормил ее чат-боту.